Дзюдо – это полет импровизации, стремительная смена ситуации, секунда от захвата до броска, и кажется, что цель уже близка. Но твой соперник в это же мгновение уходит из защиты в нападение. Один неверный шаг и рушится твой трон, когда ты улетаешь на иппон. В мире много детей, подающие большие надежды, и у нас таких немало, которые выступают на международных чемпионатах и прославляют наш Кыргызстан. Со 2 по 3 февраля прошел чемпионат республики по дзюдо среди девочек и юношей. Турнир проходил во Дворце спорта имени Кабаулу Коджумкула. На это первенство приехали со всех уголков нашей республики. Вышесказанное соревнование прошло при поддержке Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также Ассоциации Дордой. На это состязание пришли около 400 дзюдоистов. Да, в этом году, получается, мы в Федерации дзюдо провели отбор для этого чемпионата Азии, для этого чемпионата республики по юношам. И сейчас около 350 участников, за 2 дня было зарегистрировано. А так ежегодно около 600-700 человек участвуют. Но тех, кто побеждает на данном чемпионате республики, у них есть возможность, получает возможность поехать на чемпионат Азии по юношам и молодежи, получается. Он будет проходить в Тайпэе где-то в августе-сентябре месяце. И победитель данного чемпионата получает возможность стать членом национальной сборной по юношам и, соответственно, ездить по нескольким турнирам. Ближайший турнир, куда они поедут, это у нас будет буквально в марте месяце в Анталии, в Турцию, проходить чемпионат. Открытый Кубок Европы будет проходить в Анталии, в Турции. Тренер из Суккульской области Елена Юрьевна сказала, что в общем нашим спортсменам нужен международный опыт. Еще она добавила, что в их зале девочки и мальчики тренируются по общему режиму. В категории в 7 выиграли представители из Суккульской области, девочки. И попали в состав сборной среди кадетов, девочки. И так, девочки очень трудолюбивые, способные. Просто больше надо выездов нам, чтобы показывать на международной арене. Результаты такие же. Так, я думаю, чемпионат прошел на высшем уровне, и победители достойны своих наград. Так. Тренировки у нас совместные, девочки с мальчиком, поэтому никаких отличий нету. Такие же нагрузки девочки выполняют, что и мальчики. Нурмухамедова Шахида – спортсменка с международным опытом. Она участвовала на юношеских Олимпийских играх, а также она дважды стала серебряным призером Кубка Азии. 15-летняя дзюдоистка считается фавориткой среди кадетов. И не зря. Она и на этом первенстве стала чемпионкой в весовой категории до 70 килограмм. Здесь я стала первой сегодня. Я выиграла. В финале я боролась с Джасыбаевой, Суланай. Суланай боролась, Динамо. За выход в финал я с Урматбековой Бермет боролась. Она очень сильная соперница была. Мне тяжело пришлось пройти ее. Так как у меня была сломана рука, мне долго пришлось восстанавливаться. Но пожалуй, сильнейшая соперница моя была. А вообще дзюдо сколько лет занимаетесь? Как вы пришли к этому спорту? На дзюдо я занимаюсь 3 года. В этом году будет 3 года. И как я пришла... Мой папа привел меня на дзюдо, ему хотелось, чтобы, я могла постоять за себя. И я когда начала тренироваться, у меня получалось, и я осталась, мне очень понравилось. Тренера меня очень поддерживали, ко мне очень хорошо относятся, и поэтому мне очень понравилось. Спортивное мероприятие прошло на высоком уровне и завершился на мажорной ноте. За право называться чемпионами, отобраться в сборную Кыргызстана боролись около 400 участников. В вышесказанном турнире разыгрывались 16 комплектов медалей. Среди юношей Муса Шабдамбеков, Ханбалот Ирсбеков, Бактыбек Улумирсиит, Ильяр Айбеков, Арсений Кладнов, Абдулла Джалалиддинов и Анарбек Ишенбаев стали чемпионами в определенной весовой категории. А также среди девочек Айсулу Мусакулова, Мырзаим Душембекова, Адина Гучкомбаева, Маратбек Кызывенера, Назгуль Дамирова, Аджар Исаева и Шахида Нурмухамедова были награждены золотыми медалями. Я провел 4 круга.
Самая сложная встреча это была третья встреча. Из-за того, что у него был высокий рост, и он боролся в левой стойке. Также я боролся в городе Барнаул в России, занял там 3-е место. Тренировка кылдым, катышканыма 5-6 жылдан ашык болду. Көптөн бери травманын айынан көптөн бери тренировкага келбей эле болчумун. Уже бул экинчи соревнованиям, биринчисинен утуп калгам. Уже мынсында сөзсүз биринчи место деп келген болчумун, жеттим оюма. Чемпионы данных соревнований будут участвовать на юношеском чемпионате Азии, который пройдет 25 июня в городе Тайбэй. И мы надеемся, что наши спортсмены достойно защитят честь нашей страны. Султан Мирбеков, Калыс Кадыркулуулу, специально для КТРК «Спорт».